Здравствуйте, дорогие пользователи! Сегодня я хочу рассказать вам о том принципе, которым вы и сами прекрасно знаете или хотя бы догадываетесь. Этот закон называется закон длинных ложек. Что это значит? Представьте наше общество, большое количество людей, которые сидят за круглым столом. Стол накрыт всеми лакомствами, угощениями и всякой разной едой, которая придется на вкус любому гурману. Единственный нюанс: на столе находится только очень длинные ложки. На столе обязательно найдется еда, которая вам по душе, и вам хочется ее поесть, но у вас очень длинная ложка, и у каждого из рядом сидящих. Перед вами стоит салат оливье, но из-за того, что у вас очень длинная ложка, вам очень неудобно его поесть самому, самостоятельно, и попытаться накормить себя этим салатом будет выглядеть как-то нелепо, и это будет очень трудоемкой задачей. И теперь представьте, напротив вас сидит человек, которому нравится другое лакомство. И у вас выбор: попытаться накормить себя самого или этой длинной ложкой попытаться накормить другого человека и попросить взамен его накормить вас салатом оливье. Что бы вы выбрали? Если вам предоставляется шанс добиться чего-то одному, с трудом, с большими затратами сил и энергии, или добиться этого вместе с кем-то, при этом имея возможность общаться на протяжении всего пути и завести нового друга или нового единомышленника. Теперь давайте рассмотрим такой вариант, что вы не знаете, чего хочет ваш собеседник. И вашему собеседнику стыдно самому признаться, чего он хочет. Какой вариант у вас есть? Вы можете попробовать догадаться о том, чего же хочет собеседник. Или можно действовать методом проб и ошибок. То есть попробовать дать ему одно, затем попробовать дать ему другое. И в крайнем случае можно открыто спросить. Таким образом, вы в глазах этого человека вырастаете благородной и великодушной личностью. И вашему собеседнику не захочется оставаться менее благородным. И этот человек постарается сделать все, чтобы также удовлетворить ваши потребности. Но что же делать, спросите вы, если ваш собеседник окажется очень черствой личностью, и он окажется как-либо взаимодействовать с вами? В таком случае за столом сидят много других людей, с которыми вы можете постараться наладить контакт. Итак, если еще раз пройтись по схеме, то она очень проста. Первое: понять то, что ты хочешь попробовать, сидя за столом. Второе: найти того человека, который может тебе помочь. Третье: прежде чем просить этого человека тебя накормить, постараться самому удовлетворить потребности этого человека. Для того, чтобы удовлетворить потребности человека, нужно понять, чего он хочет. Это можно сделать прямым способом: спросить этого человека, чего же он хочет. Это можно сделать путем проб и ошибок, или это можно постараться догадаться. И последнее: если этот человек оказался на редкость черствым и у тебя не получается наладить контакт, то ты можешь смело двигаться дальше и постараться найти другого человека, с кем ты можешь построить взаимовыгодные отношения. В любой жизненной ситуации эта схема может тебе помочь решить свои вопросы более интересным и более легким путем. Конечно, можно пытаться действовать в лоб и пытаться самому удовлетворить свои потребности, но это очень скучно и неинтересно. Намного интереснее, на мой взгляд, пытаться понять, чего хотят другие, и получить свое за счет удовлетворения потребностей других людей. Самое интересное в этом деле в том, что ты не пытаешься пользоваться людьми, наоборот, ты намеренно даешь им пользоваться тобой, твоими услугами. И в случае, если они захотят ответить тебе тем же, то ты направляешь их намерение в выгодное тебе русло. И вообще, какой смысл жить, если ты не приносишь ни пользы, ни радости другим людям? Тем более, если у тебя есть такая возможность. Спасибо тебе за внимание, желаю успехов!